По всей территории Пакистана резко усилены меры безопасности. Мусульмане-шииты отмечают день Ашура, поминовение имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, погибшего в сражении при Карбале в VII веке. Только к Пешавару, столице провинции Хайбер-Пахтунхва, стянуто более 11 тысяч полицейских. Такие меры последовали за терактом талибов 2 ноября близ города Лахор на границе с Индией, в результате которого погибли 55 человек. День Ашура отмечается сегодня в столице Афганистана Кабуле. Перед усыпальницей Абул-Фазла шииты-фанатики наносят себе удары цепями и мечами. Ашура – национальный праздник в стране. В этот день большинство афганцев посещают мечети и оказывают милостыню нуждающимся. В Таджикистане в ходе объявленной амнистии освобождены более 800 заключенных. В тюрьме в Душанбе первых из них приветствовали родственники. В целом амнистия, приуроченная к 20-й годовщине таджикской конституции, затронет 10 тысяч человек. В столице Украины сотни людей провели акцию протеста против выборов 2 ноября в восточных областях страны, которые контролируются сепаратистами. Участники акции, скандируя лозунги и исполняя национальный гимн, прошли в Киеве от площади Независимости, где в начале этого года вершилась украинская революция. МИД России поддержал проведение выборов, назвав их волеизъявлением жителей Юго-Востока Украины. Украинские власти и западные правительства назвали их незаконными. В Белоруссии около 500 человек отметили День поминовения жертв сталинского террора. Они прошли к лесу в пригородах Минска, где четверть века назад были найдены останки, как предполагается, 200 тысяч жертв политических репрессий. Марш 2 ноября был разрешен официальными властями, однако 2 его участников были задержаны на короткое время.